как я воспитываю себе учеников? Я возьму их, 3 года рядом со мной держу. Через 3 года отпустить этого человека. Он уже абсолютно владеет моими мышлениями. Что-то поняли? Это как похоже на то огурцов, которые положили в банку, через 3 года вытащите. Что будут с этой огурцы? Абсолютно будут таким, как все. Да? Точно так же. Это для чего? Для того, чтобы человек вырос. Значит, первый принцип – это повторение. Написали? Второе – настроение. Для того, чтобы человек хорошо усваивал материал, роль играет его настроение. Например, я сейчас скажу, вы посмотрите. Внимание обратите. Когда у человека настроения нет, он не может учиться. Когда у него, например, уставший, или он не выспался, или он, можно сказать, может быть, до учебы суда его муж ругался с ним, куда ты опять деньги тратишь. Например, да? Кто-то, может быть, звонил ему, может быть, у него долги, банк звонил, на него орал. Может быть, у него много проблем. В общем, сюда подъехал, там машине, там места не было ставить, у него на нервах действовал. И так далее. То есть, настроение человека большую роль играет на его восприятие. Человек не может сосредоточиться. Его тело здесь, мозги не здесь. Поняли, да? Тело здесь, а мозги где-то вон там. Ветер дует в голове. У вас бывало случай, что ваш любимый человек потрогал вашу руку? Вот так, нежно. Ну, конечно. Хоть разу бывало? А вот скажите, бывало, что вот когда он потрогал, или обнимал вас, или понюхал вас, ну не знаю, что так, а у вас как-то мурашки в теле, вот так, как будто током бил вас. Бывало такое? Если бывало, поздравляю вас. А если такое не бывало, я рекомендую вам обращаться к врачу. Потому что это очень опасно. Теперь внимание обратите. Бывало случай, что тот же самый любимый человек хотел вас обнимать или хотел вас потрогать, а у вас такой, это вызвало такое раздражение. Вот такой, ну пожалуйста, не сейчас. А он тоже как наглый начнет лезть. Знакомая ситуация? А у вас такое ощущение, ну не сейчас. Вот так, знаете, внутри какое-то, вот знаете, раздражение вызывает. Думаешь, что он не понимает? Интересно, да? Один и тот же человек, это любимый человек, не какой-то чужой. Одни и те же действия, в другой момент она вызывала восторг, вдохновение, соблазн, оргазм, другими словами, а другим состоянием полное раздражение. Остановь меня немножко. То есть, почему? Потому что настроения не было. Когда человека настроения нет, знаете, он не может учиться. Поэтому мы сначала должны создавать с вами хорошее настроение. Я понимаю, что в жизни много проблем, много забот, очень много трудностей, много неясностей в жизни. Кто-то из вас сюда пришел, поверьте моим словам, кто-то из вас сюда пришел, потому что друг попросил, или родственник сказал, или кто-то сказал. Но кто-то пришел сюда ради любопытства, а кто-то сюда пришел, чтобы учиться. А вот поверьте моим словам, кто-то из вас там побывал в жизни, еще там побывал в жизни, только чем не занимался, попробовал себя разные сферы жизни. И сюда пришел, возможно, с последней надеждой, что вдруг это поможет. Да. Вы понимаете? Кто-то из вас, поверьте моим словам, очень многого попытал, то есть попробовал, чтобы найти себя в жизни. И сюда пришел с надеждой, а вдруг это поможет. Поэтому вот это очень важно. И, возможно, именно даже вот сегодня, вот он пришел с этой надеждой, но сегодня у него настроения нет еще. Ну, кто-то он пришел, стул занял кто-то, на нервах действует. Вы знаете, это такая жизнь необычная. Я когда сижу, думаю, так необычно этот мир создан. Поэтому, пожалуйста, вы станьте причиной помощи друг друга, но не раздражения друг друга, ладно? Что бы ни было, улыбайтесь. Весь период этого тренинга улыбайтесь. И вдруг это станет привычкой всю жизнь улыбаться. Почему бы нет? Это хорошо. Лучше хорошей жизни и хорошее настроение умирать, чем злой умирать.
Мы все равно уйдем от этой жизни, но сначала надо успевать жить его, правильно? Иногда мне говорят люди, что, вот знаете, однажды меня спросили, вот у вас какие мечты или что есть, осталось у вас в душе? Я сказал, ничего не осталось. Они говорят, как? Я сказал, я любил, как хотел любить. Я говорю то, что я думаю. Живу действительно, как я мечтал. Все, делился все то, что у меня есть. Я делился знаниями, деньгами, временем. Я всегда найду время для того, кто для меня дорог. Я всегда найду что-то, что у меня есть. И я делился все то, что у меня есть. Если я умру сегодня, у меня нет в душе боль. Потому что смертью ничего забрать у меня. Я все раздал уже. Ему ничего забрать. Смерть победит того, кто жадный, кто ничего не делает для других. Смерть победит того, кто не успел жить. А если ты успел жить, смертью ничего забрать у тебя. Абсолютно ничего. Потому что это есть самое доброе деяние человека. Поэтому улыбайтесь, пожалуйста. Правую руку поднимите. Правая рука это где правое ухо. А теперь погладьте спину соседа. Нежно погладьте. Скажите, как я рад, что ты со мной. Какой ты классный парень и классная девушка. Вот так. Право, зачем ты налево массируешь? Право массируй. Господи, я говорил право, парень перепутал и лево массирует. Господи, видите так? Видите как? Вот сразу показывают. Наверное, профессионал налево ходить. Вот теперь с таким хорошим настроением до конца мы должны держаться. Договорились? Забыли уже все проблемы? Вот это очень важно. Третья вещь, которая помогает хорошо усваивать, надо задействовать все параметры мозга. Внимание обратите, послушайте меня, пожалуйста. Информацию надо оформить. Вот так и пишите. Информацию надо оформить. Информацию надо оформить. Как надо оформить информацию? Дорогие мои, вот когда вы пишете, вот так фиксируйте, пожалуйста. Это наверху написано. Дата, время, место. Потом тема. Сохранение при умножении денег. Давайте пишем. И мы будем с вами отдельную страницу открыть, так делать, когда начнем работу. Я хочу, чтобы вы поняли, как это делать. Хорошо? А почему надо информацию оформить? Пожалуйста, внимание. Если человек информацию не оформляет, информация в воздухе не сохраняется. Человек забудет все. Всегда информация сохраняется в объектах. Например, если вы иногда по улице вы проходите, мимо какой-то кафе или там ресторан, и вдруг видите этот ресторан, вспомните, здесь была свадьба нашего племянницы. И вы начинаете вспомнить свадьбу, потом вспомните, кто был певец, потом вспомните, какие юморы были, и тут же начинаете вспоминать каких-то людей, и начинаете, цепочка пошел, архив проснулся. Теперь внимание обратите. А если вы не видели бы ресторан, это вы не запомнили бы. Поэтому мы с вами много параметров оформим информацию через время, через место, через какие-то там названия, какие-то объекты и так далее, чтобы она больше запоминалась. Теперь смотрите, а вот это место, вот это видите, вот уголок такой, это для чего делается? Это мы делаем для того, чтобы вы фиксировали свои собственные мысли. Например, когда я буду рассказывать, у вас в голове появятся новые идеи. Вы найдете ответ на какие-то свои вопросы. Уловили? Найдете ответ на какие-то вопросы. У вас появятся какие-то идеи. А вот эти мысли нужно сюда писать. Собственные мысли. А там вы пишете то, что я буду говорить, а здесь собственные мысли. А вот это ваши собственные мысли, это есть третья мысль. Что такое третья мысль? Третья мысль, она появляется в результате синергии два наших мышления. Когда я рассказываю, мое мышление приходит, сталкивается с вашими опытами, с вашими жизненными примерами, и рождается новая мысль. И вот эта новая мысль, она не появится сама по себе, если нету внешнего воздействия.